Тем временем все больше жителей республики попадается на отточенные до совершенства схемы мошенников. Как преступники втираются в доверие и какие психологические трюки они используют, знает Вероника Таюрская. Порядка 800 преступлений в сфере мошенничества было зарегистрировано на территории Якутии с начала года. Только за первые 4 месяца общий ущерб составил более 258 миллионов рублей. Печальную статистику больше всего пополняют жители Нерюнгринского, Мирнинского, Намского районов, а также города Якутска. Наиболее излюбленной схемой киберпреступников остаются госуслуги. В последнее время мошенники стали использовать две своих излюбленные схемы, но них модернизировали и сделали так, что сначала они звонят человеку и под любыми предлогами выманивают из него код. После того, как он продиктовал код, они либо скидывают ему кучу смс о том, что его аккаунт взломан, либо же пишут ему от имени техподдержки госуслуг и говорят, что его аккаунт взломан. После этого человек, конечно же, верит, что он продиктовал код мошенников, а в данный момент ему звонят сотрудники техподдержки госуслуг. Соответственно, он начинает им верить и уже выполнять все их указания. Попасться на уловки мошенников могут все, как студенты и доктора наук, так и пенсионеры. Они сказали, что они от моего имени могут быть переведены деньги в фонд поддержки Украины, терроризму, какой-то РДК назвали, по какой статье могут меня привлечь, если я от моего имени будут переведены средства. Конечно, человек я уже в возрасте, я поверила им. Так как первоначально они говорили, что вначале вышел мой руководитель через телеграм-канал. Специалисты отмечают, что мошенники – хорошие психологи. Они используют распространенные приемы, среди которых и всем известный гипноз. Гипносугестия – это очень большой спектр техник. Заключается в том, чтобы внести человека в полутрансовое состояние, обойти его барьеры. У каждого человека есть защитные барьеры. Обойти эти барьеры и, соответственно, втереться к нему доверие. Единственный способ, если вы поняли, что вами манипулирует, то это закончить разговор. Как показывает практика, преступник действует не один. В его команду входит программист, оператор и другие люди, заранее распределившие роли. Все их действия отточены. Таким образом работает целая преступная сеть, которая может находиться за границей, что и затрудняет их поимку. Обычное правило и соблюдение цифровой грамотности не только поможет не попасться на уловки мошенников, но и сохранить свои кровно заработанные. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Семен Семенов, Якутск.